Наши с вами дети могут превратиться в беженцев. Да и не только они. Уже в недалеком будущем граждане Кыргызстана могут лишиться родины. Ее просто выкупят. Кстати, ее уже выкупают. И делают это давно. Последние 19 лет. С тех пор, как в силу вступила Конституция Кыргызской Республики от 1994 года. Что бы ни говорили нам власти о непогоде, о маловодье, о кризисе во всем мире или о предыдущих режимах, ясно одно – долг страны лишь увеличивается. Любой экономист подтвердит, что таким образом перестают существовать предприятия, а люди становятся банкротами. А в масштабах государства это отражается на всем народе. Вернее, должно было отражаться по законам здравого смысла. Впрочем, в Кыргызстане, видимо, существует свой, не поддающийся логике, здравый смысл. Бюджет фактически влюблен в чиновников, то есть чиновников он очень любит. Для чиновников строят дома, чиновникам покупают дорогие машины, чиновников, так сказать, премируют какими-то классными чинами, чиновников возят на Бали. Он буквально влюблен в этих чиновников. В кого он жутко не любит? Наш бюджет, то есть эти люди, кто в парламенте сидят, они же и принимают этот бюджет. Бюджет вообще практически не любит молодежь, потому что денег не выделяет. Зачем, говорит? Бюджет не любит учителей, бюджет не любит медиков, бюджет не любит стариков. Вот, то есть эти субъекты лишены фактически поддержки. То есть бюджет очень любит у нас чиновников. Вот нет ни в одной такой вот в так называемой демократической стране, чтобы вот такой был разрыв колоссальный по расходам, и можно просто понять, можно просто подумать о том, что целесообразно ли тратить на одну машину 400 литров бензина, в то время, когда скоро не хватает для того, чтобы спасти человека бензина. Почему же в Кыргызстане действуют эти самые двойные стандарты? Эксперты нашли ответ в главном документе страны – в Конституции. Но прежде ответим на вопрос, что же такое Конституция. Во всем цивилизованном мире этот документ считается главным удостоверением личности государства. По сути, это паспорт страны. Ведь суверенной Кыргызскую республику Организация Объединенных Наций признала именно после того, как у Кыргызстана появилась своя, отвечающая международным правам человека, Конституция. После развала Союза, оставшийся легитимным органом, парламент Кыргызстана приступает к разработке основного закона страны. В 93-м, после почти 2 лет обсуждений, легендарный парламент наконец принял собственную конституцию, в которой закрепил основные права и свободы граждан, уравновесил все ветви власти, определил порядок избрания депутатов и многое другое. Наша задача была сделать такую конституцию, чтобы ни одна сторона перевес не делала. Они должны взаимоотвечающие. Но все эти органы должны быть избраны народом. 5 мая 1993 года легендарный парламент отдал в руки тогдашнего президента Аскара Акаева первую в истории суверенного Кыргызстана редакцию Конституции. Депутаты уже приготовились уходить, так как юридически больше не имели права занимать кресла народных избранников. Впрочем, Акаев, ссылаясь на опыт Грузии, которая на тот момент была на грани гражданской войны, попросил парламентариев не торопиться снимать с себя полномочия депутатов, и парламентарии остались еще на несколько месяцев. Затем президент передумал. Другой раз он пришел и говорит, как Садамбеков вышел на трибуну и говорит, давайте распустимся, самородство. Раньше эти же люди не хотели, теперь хотят. Это власть. А Садамбеков был губернатором Иссык-Кульской области. Ну что же, мы незаконные с 5 мая. Ну, давайте уходить. Мы ушли. Ушли. Потому что мы все документы отдали гаранту Конституции. Он обязан был по этой Конституции
провести выборы парламента и сам должен был пойти. Мы ушли. Через день или через 2 дня он собирает конституционное совещание, так называемое. У нас нету в Конституции конституционное совещание. Список сделал, указ назначил из 150 человек конституционное совещание. Они обсудили, изменили Конституцию. 49 статей изменили. Очень тяжелый момент. Эти люди голосовали за то, чтобы изменить Конституцию, 49 статей. Никто не имеет права по Конституции, кроме парламента, ни президент, ни правительство, ни суды, никто не имеет права вынести изменения. Они все это написали, голосовали и вынесли на референдум. По референдуму тоже не имеет права. Опять только если выходишь на референдум, только через парламент. А парламента нет. И вот так они организовали незаконное изменение Конституции. И в результате получился у нас незаконная Конституция получилась. Вне парламентских обсуждений, то есть вне людей, которых избирал народ, да, вот, собирается группа людей, сформирована администрация президента, их статус непонятен. Эти люди принимают решение. Фактически это незаконное решение. И в силу того, что данный орган был сформирован президентом, соответственно, решение в последнюю очередь принимал кто? Президент. Самозванцев, я не побоюсь этого слова, которые вошли в сговор, договорились с первым президентом для того, чтобы дать ему дорогу к последующей узурпации и к разбазариванию народного добра. И многие из них, и я абсолютно уверен, что большинство из них, но не все, были причастны к этой большой афере, к разбазариванию, к приватизации, к этой бешеной приватизации, когда народ остался ни с чем, народное добро разделили, к доступу к народному богатству, в том числе пунктуре и другим объектам нашего богатства. Это и привело и к частной собственности на землю, и к той нищете, в которой на сегодняшний день находится основная часть нашего населения. Во времена после развала Союза государство объявило приватизацию, выпустило ваучеры, раздало их населению. Население не могло понять, что с ними делать. Эксперты уверены, что ваучеры эти у населения затем выкупили сами же кыргызские чиновники, только через подставные фирмы. Потом ваучеры продавались иностранным инвестиционным фондам. Какую цель преследовали последние, неизвестно. Но факт остается фактом. После все заводы были обанкрочены, а оборудование и станки вывезли почти за бесценок за рубеж. Таким образом, в Кыргызстане была уничтожена промышленность. Это все было допущено с позволения тех, кто вошел в конституционное совещание. Среди них были люди, которые до сих пор управляют страной. Но сейчас поговорим о, пожалуй, главном пункте в Конституции 93-го года, который претерпел изменения. Это статья о недрах страны. Изначально по ней продавать землю в частную собственность запрещалось, а после Акаевской редакции оказалось, что можно. Земля Кыргызстана, ее недра могут передаваться в частную собственность навсегда. Мы потеряли Харкара, мы потеряли Узен-Гугуш. Очень много территорий уходит Узбекистану, Таджикистану просто путем экспансии. Мы их не можем вернуть. Территория Кыргызстана закреплена только Конституцией 93-го года, после развала СССР. Если сегодня ты пойдешь на переговоры с господином Каримовым и скажешь, я хочу вернуть Бюргунду, он скажет, я не признаю ни вашу одну Конституцию, она у вас переписана. Идите
далеко отсюда, на 3 буквы. Вы отдали землю Китаю, вы мне тоже отдадите. Я не признаю ни одной вашей конституции. На них территории не закреплены спорные. Давай, до свидания. Давай, до свидания. — 2002 год. Народ, недовольный продажей земли Китаю, шумит все громче. Это заканчивается тем, что власть подавляет восстание. 6 убитых, десятки раненых. Впрочем, то, что произошло в Аксы, для Акаева уроком не становится. Схемы, по которым Кыргызстан лишается своих богатств, продолжают работать. Причем абсолютно законно, если опираться на тогдашнюю конституцию. С тех пор, как канадцы приступили к разработке месторождения Кумтор, из страны вывезено более 250 тонн золота. Запасы Кыргызстана так ни разу и не пополнились, говорят эксперты. Только с 2009-го начали поступать кое-какие доходы от золотодобывающего предприятия в виде налогов. А недавно ученые выяснили, что для добычи 1 килограмма золота на месторождении Кумтор используется 341 килограмм цианида, что в 2,5 раза больше, чем на всех рудниках мира. А сумма ущерба, нанесенная деятельностью завода экологии страны, достигла 5 миллиардов долларов. Такова стоимость 2 ледников, которых, благодаря Кумтору, у нас больше нет. На них все эти годы высыпались отвалы опустошенных горных пород. Мы от всего месторождения Кумтор за 18 лет получили, всего лишь было продано золото на 5 миллиардов. А за это время ледника только было уничтожено на 5 миллиардов долларов. А вот теперь представьте, если бы этот ледник мы бы продавали в виде кубиков льда в Китай и в Арабские Эмираты. Мы бы, не копая золото, не принося вред и урон нашей экологии, получили бы эти самые 5 миллиардов долларов. По словам Аксата Мамытканова, картина в конце концов рисуется такая. Золото из страны вывезут и оставят республику с огромным котлованом в земле, с цианидным озером у истоков реки Нарын и с населением, которое так ничему и не научилось. Все, они только охранники, там больше ничем не занимаются. Потом этот проект закончится через 10-20 лет. Останется такая дыра в земле, и что в конце? Потом возникнет опять тот же вопрос, кто виноват и что делать. Мало заботясь о том, что происходит с недрами Кыргызстана, и нравится это народу или нет, президент Акаев уделяет основное внимание удержанию власти в своих руках. Когда подходило время оставлять пост президента, ведь сидеть в этом кресле больше 2 сроков не позволяла Конституция, написанная им же, Конституционный суд разрешает президенту баллотироваться на 3-й срок. И в 2000 году он был избран еще на 5 лет. В 2005-м оппозиция после проигрыша в парламентских выборах благодаря народу свергает Акаева. Но пришедший на его смену Курманбек Бакиев не возвращает первую конституцию. Он решает написать свою. — 21 октября 2007 года, согласно указу президента Кыргызской республики, состоялся всенародный референдум, на котором была принята новая редакция Конституции, предложенная президентом Кыргызской республики Бакиевым. Разработанные Акаевым схемы по продаже земель остаются в деле. Но при чем здесь частная собственность, спросите вы? Ведь продаются не месторождения, а лицензии, дающие право на разработку месторождений. Сперва вам дают лицензию за 300 сомов о том, что вы на этом месторождении или предполагаемом геологическом изучаемом объекте территории производите определенные геологоизыскательские работы. Покупаете лицензию на право проведения геологических работ стоимостью 300 сомов. Вы приходите с этой бумажкой стоимостью 300 сомов в Нарын, например, в долину Арпа. У вас выдано тысячами гектар территория. Вы начинаете производить там буровзрывные геологические работы.
Естественно, вы это все в бухгалтерии фиксируете. Точно. Сколько скважин у вас пробурено, сколько денег вы туда вложили. Это все у вас скапливается и в конце концов аккумулируется в определенную сумму ваших инвестиций в геологоразведку. Вами вложено в геологическое изучение этой территории, ну, утрируя, скажем, 10 миллионов долларов. Все, вы закопали 10 миллионов долларов, вы уже хозяева этой земли, потому что государство вам либо должно компенсировать эти 10 миллионов, естественно, по рыночной стоимости, естественно, с процентами, с упущенной выгодой, вдруг, если у вас государство эту лицензию будет отзывать. Мы должны компенсировать частнику. И тогда государство говорит, у нас бюджет дырявый, у нас нечем возмещать эти геологические затраты фирм-однодневок. Возникает естественный вопрос передачи собственности этой территории в соответствии с теми инвестициями, якобы, которыми были вложены. За все время независимости Кыргызстана было продано более 900 лицензий на разработку месторождений. Трудно представить, что бы было со страной, если все эти 900 огромных участков в республике осваивались. Во-первых, это нереально только потому, что само определение горной промышленности подразумевает колоссальный труд всего государства. Навскидку, открыть шахту внутри горы значит обеспечить местность электричеством. Это протягивание ЛЭП. А затем транспорт, а это значит дороги. И десятки миллионов долларов на их строительство. Кроме того, необходим контроль этого предприятия экологами, техниками, Госгортехнадзором, налоговой службой. Соответственно, на 900 лицензий необходима целая армия сотрудников разных государственных служб, которым нужно платить зарплату. Впрочем, всего этого, как мы видим, нет. А месторождения, купленные через лицензии, в основном так и остаются нетронутыми. Зачем же тогда они нужны покупателям? Я смею предположить, что таким образом у нас в стране происходит отмывание офшорных денег, которые аккумулируются в определенных финансовых секторах мира офшорных. Они переводятся в нашу страну, отмываются через нашу геологоразведку. И эти деньги в чистом виде уходят обратно же на Запад в эти офшоры отмытые. А у нас остаются территории, которые фактически переходят таким образом под контроль офшорных территорий. Мы все прекрасно знаем, кто держит деньги в этих офшорах. Естественно, мы понимаем, что транснациональные корпорации фактически уже имеют стопроцентную собственность на нашу территорию таким образом. Отметим, что многие из этих месторождений находятся на высоте 3-4 тысяч метров над уровнем моря. А это ледники, которые формируют реки, либо соседствуют с ними. Совпадение? Самым главным ценным ресурсом в мире, уже все признали, это будет вода. Пресная питьевая вода. Пресная питьевая вода у нас лежит на вершинах наших гор. Мы, Киргизия, центр Центральной Азии. Здесь образуется 90% водных ресурсов нашей Центральной Азии. Естественно, кто будет контролировать эти стоки воды, тот и будет контролировать весь центральноазиатский и евразийское пространство. Это все прекрасно понимают мировые центры. И Америка, и Запад, и Россия, и Китай. Поэтому идет борьба за верховенство на наших гидроресурсах. Сейчас недра уже отданы в частные руки. Там с частником легче договориться, чем с государством. Частник всегда продаст за хорошую цену. Кстати, о цене. Почему еще недавно лицензии на разработку месторождений продавались почти за бесценок, всего за 300 сомов? Это даже не $10. Если умножить 300 сомов на 900 лицензий, получается незначительная сумма в 270 тысяч сомов. Это $5500. Неужели эта сумма может повлиять на состояние бюджета? Ну или на карман власть имущих? Сомнительно. Эксперты считают, что обеим сторонам такие сделки были очень интересны. И вот почему. Покупатели лицензий получали будущий контроль над водными ресурсами, а реализаторы лицензий в лице приближенных к первым лицам государства – откаты за ежегодное продление этих бумажек. Есть мнение, что бумажки эти вставали их владельцам в шестизначные суммы. И речь идет не о сомах. И они прекрасно поняли, что в этой стране при такой власти не надо никакого производства, не надо никаких сверхприбыльных предприятий создавать. Надо просто продавать лицензии. А почему? Потому что 900 лицензий продали, с каждого по $1 миллион взятки взяли. Пожалуйста, вот вам $1 миллиард.
И не надо десятилетиями копать золото, не надо там создавать промышленность, потом отвечать за это все дело. Так Максат Мамытканов говорит о власти Бакиевых. В частности, о Максиме Бакиеве и его команде. Но долго сидеть на этих схемах у сына второго президента республики не получилось. Случилась вторая революция, и в игру вступили так называемые временщики. Вы что делаете? Там люди умирают. Все, ради Бога, пожалуйста, вы что делаете? Пусть народ грабит народные, мы будем грабить банки. Пусть они грабят друг друга, мы будем грабить сейфы. И пока бедный несчастный народ бегал за бутылкой водки и колбасы в народных магазинах, были разграблены банки, сейфы, но их разграбили, теперь их нет. Теперь нет и почти 100 кыргызстанцев. Их убили на площади. Сейчас многие спорят, а не была ли зря пролита эта кровь. Ведь жизнь людей после 7 апреля 2010-го не улучшилась. Это доказывает хотя бы зима. Каждый ее приход – это отключение света и газа. Люди, представляющие власть, оправдываются так: чтобы встать с колен, необходимо время. И просят подождать еще. Впрочем, теперь кредит доверия к власти уменьшается с молниеносной скоростью. Народ к этому приучили прежние правители. Нынешние пока не сделали ничего особенного, чтобы исправить ситуацию. Но вернемся к так называемой революции 7 апреля. Почему же ее трудно назвать революцией? А если Конституцию на свое место не ставишь, то революцию не делай. Не надо обманывать и себя, и народ. Не надо обманывать. Изгнав Акаева, мы назвали его режим, его 15-14 лет, многие вещи незаконными. То есть, если мы его изгнали и объявили государственным преступником, то ревизии, экзамену должны подвергнуться сомнению все его соглашения, все его контракты, все его правила игры. Конституционное совещание, референдумы, переизбрания и все эти процедуры. Они вне закона. Дальше. Мы изгнали Бакиева. Следовательно, его инициативы законодательные, его соглашения, его передача территорий и земель, его конституции, его референдумы, его изменение конституции и его конституционные совещания также незаконны. Но вместо этого новая власть разгоняет Конституционный суд, никак не объясняя эти свои действия, и приступает к созданию нового мифа – мифа о парламентаризме. Кто уполномочил господина Текебаева писать Конституцию? Кто? Собрание в подъезде? Аильный кеңеш какой-то? Где документы? На каком основании этот человек стал переделывать Конституцию страны? Господин Текебаев понимал, что если вернуть Конституцию 93-го года, наступит одномандатная система, мажоритарная. По нему у него уже авторитета нету. Поэтому ему нужна была партийная система, где он просто клан превратит в партию. То есть клан будет называться партией. И очень много людей, которые готовы войти в клан за определенные деньги. И была создана искусственно партийная пирамида, когда от 100 тысяч до 300 тысяч собирается в зависимости от того, кто попадет в первую десятку, кто во вторую. Вот и все. Нам зачастую, так сказать, люди, которые называли себя оппозицией, да, заявляют, что основным вопросом народных волнений это была власть одного человека. Да никогда такого вопроса не стояло. Не стояло такого вопроса. Вопрос стоял у населения такой: почему мы плохо живем? И почему, так сказать, сущая несправедливость? То есть почему Конституция, которая гарантирует права каждого, по сути, гарантирует только реализацию права тех, у кого есть деньги и доступ к власти. Так что же такое парламентаризм? И почему он, по мнению Умирбека Текебаева, должен прижиться в Кыргызстане в том виде, в котором его нам нарисовали, по партийной системе? Если ты в партии не состоишь, все, ты уходи.
Это что? Это тоже тем менее парламент, тем менее власть. Вот. Новая. Новая, которая состоящая из мародеров. Вот они. Партия. Сегодня правящая элита во главе с господином Текибаевым и Данияром Нарымбаевым готовит изменения внести в избирательный кодекс, согласно которого будут изменены правила игры. И это делается для того, чтобы с поля арены, с политической, убрать лишние партии, которые им не подходят по каким-либо ценностям. Потом меняются правила игры, повышается в несколько раз избирательный фонд этой партии. Но если я не был мародером, не ограбил банки АУПа, Национальный банк или Залкарбанк, то у меня нету денег завтра положить на счет, на избирательный штабной счет, чтобы декларировать ее. Поэтому я могу проиграть. И это делается именно для того, чтобы все меньше и меньше конкурентов оставалось на политическом поле. Турат Акимов утверждает, что кыргызстанцы не совсем понимают значение слова «партия», даже при том, что это слово пытались внедрить в наш разум на протяжении 70 лет при Советском Союзе. Если вспомнить историю, то СССР и развалился после того, как это произошло с самой партией КПСС. Сегодня в нашем парламенте людей очень редко объединяют национальные интересы, как это было при Союзе. Гораздо чаще, как говорят эксперты, идеи, объединяющие некоторых нынешних депутатов, националистические. А программы политикам чаще всего необходимы только при выборах, чтобы было что говорить электорату. А еще в партии набираются люди, которые будут это говорить. Сегодня нам в агитационных материалах могут показать одних лиц, о том, что вот за этих людей вы проголосуете. Может быть, по большому счету, для большинства зрителей эти люди могут показаться значимыми, они пойдут и проголосуют за этих людей. Но эти люди не будут сидеть в парламенте. Эти люди только для постановки. То есть это эти люди-актеры, которые занесли в первую пятерку в список для того, чтобы затащить туда реальных спонсоров, реально людей, которые войдут в парламент для того, чтобы решить свои собственные вопросы. Решает совершенно не менталитет, не знание, не опыт, а, к сожалению, связи и деньги. Все. И кругом, и человек, который приходит, заплатив определенную энную сумму там, своей партии или еще кому-то, приходит в какое-то кресло, он, естественно, их должен отрабатывать. Первый момент, чем он начинает отрабатывать, он подобных себе притаскивает к себе в команду за определенную энную сумму денег, потому что все это надо возместить. Эй, проголосуй за Таева! Хорошо. Я проголосую за Пат. Хорошо. Ты чего это? На выборы пойду. Так тебя купили. Это они так думают. А я теперь знаю, за кого голосовать. За того, кто не пытается купить мой голос. Итак, по мнению политологов, сегодня парламент – самая нестабильная властная структура. Отсутствие стабильности в государственном устройстве – пожалуй, худшее, что может быть. Достаточно будет сегодня из фракции большинства уйти в другую, парламент опять застрянет в кризисе. То есть это говорит о том, что как только парламент меняет свою конфигурацию, меняется ведь и правительство, это все приводит к нестабильности. Поэтому у нас уже 22-й премьер-министр, 8-я Конституция, 5-й созыв, 2 беглых президента, 1000 смертей. Мы 20 лет занимались строительством некой системы, потом ее перебросили, сегодня ввели парламентаризм. И говорим, что мы только на начальном пути, давайте подождем еще 20 лет. Тогда страна может исчезнуть. Нельзя заниматься политическими экспериментами. Политические эксперименты сказываются на судьбе 5 миллионов граждан. Поэтому парламент должен обязательно избираться от округов, как в Англии, как в Германии, избираться из округов. А в округе из какой партии или беспартийной, сам народ знает, кому голос дать. Правильно?
Зачем же в Кыргызстане внедрена Конституция с такой сомнительной системой управления государством? Есть версия, что это дело рук прозападных структур. Вспомните, кто чаще всего восторженно одобрял Кыргызстан именно за избрание парламентского пути развития, якобы за внедрение на постсоветском пространстве так называемой истинной демократии. При этом сами США почему-то с неохотой внедряют парламентаризм у себя. Может быть, они понимают больше, чем мы с вами? Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. Да только воз и ныне там. Люди, которые сейчас правят страной, от которых зависит судьба каждого из нас, экономика страны в целом, сохранение государственности, недр и, возможно, будущее целого региона, не могут занимать свои посты. Так считает известный в Кыргызстане юрист Чолпон Жакупова. Вы помните, сразу после апрельских событий, да, самым насущным вопросом, да, был это вопрос легитимации новой власти, да? И все время все и иностранцы, и местные все время говорят, вам необходимо легитимизироваться. Так вот, этот процесс до сих пор не завершен, и эта власть до сих пор не является абсолютно легитимной, несмотря на прошедший референдум и прочее, по той простой причине, что Конституция, не работает, да? Многие ее положения, например, то, что касается Конституционного суда, да? Они не работают, хотя сразу после принятия пакета законов о процессе, о формировании то есть ветви власти, судебной ветви власти, да, в течение 60 дней Конституционная палата должна была быть сформирована. Если до сих пор не сформирована одна из ветвей власти, принцип конституционного устройства государства нашего, да, это 3 ветви власти. Да, это судебная, исполнительная и законодательная. Если до сих пор не сформирована одна из ветвей власти, судебная, потому что нет органа конституционного надзора в лице Конституционной палаты, можно ли говорить, что эта власть легитимна? Нет, однозначно. С 1994 года у нас нету законной конституции. Все конституции незаконные. Согласно этой конституции у нас избирается парламент. Но поскольку конституция незаконная, и парламент незаконный. И Акаевский третий там и другой тоже незаконный, президентский. Бакиевский незаконный. Отумбаевец незаконный. И сегодняшний незаконный президент. И незаконный парламент. Я считаю, что если бы 8 апреля 2010 года Временное правительство ввело правила Конституции 1993 года, у нас не было бы резни, у нас не было бы маевки, у нас не было бы захватов чужого бизнеса, чужого имущества, еще чужого хозяйства. Потому что закон начал бы работать. Пришлось бы отнимать это все только решением суда, только через судебную систему. 8 месяцев, я думаю, правители именно создали специально для того, чтобы изъять в правовом хаосе чьи-то предприятия, имущество, бизнес. Все это было захвачено. Потом была создана процедура судебных реформ, которая идет 3-й год и до сих пор не завершилась. И до сих пор у нас нет Конституционного суда и нет Конституционной палаты. То есть никто не может оспорить те или иные акты купли-продаж, изъятий, передач, дарений. Следовательно, за эти 3 года идет сокрытие судов преступления, купли-перепродаж, переписывание имущественных претензий или прав с одного лица на другое. Получается так, в начале 90-х объявили приватизацию, чтобы отобрать народно-государственное имущество и продать. И теперь объявили о национализации. Забрали у бизнесменов и продали. Схема работает. Ура, товарищи, ура!
Июнь 2010-го. На юге страны происходит межнациональный конфликт. Более 400 погибших. Введено чрезвычайное положение. Впрочем, Временное правительство не отказывается от запланированного референдума по принятию новой конституции. Хотя по всем конституциям, действовавшим в Кыргызстане, референдумы проводить нельзя, когда в стране хотя бы на одной из ее частей введено чрезвычайное положение. Но власти ссылаются на то, что даже в Афганистане в военное время проводятся выборы. Но извините, мы должны соблюдать свой суверенитет и не отступать от закона со ссылкой на любую страну мира. Мы живем как на Везувии, то есть у нас постоянно что-то, постоянно такой котел. То есть весна-осень для нас большой риск. И каждую весну мы задаемся вопросом, будет ли очередной переворот или митинг. Впрочем, после прихода к власти Временного правительства некоторые изменения все же происходят. Генпрокуратура начинает заниматься всеми, кто был причастен к смене конституционного строя незаконным путем в 93-м, к сделкам, противоречащим интересам государства и прочему. В 2010 году мы по поручению генерального прокурора Фата Байбола этим вопросом занимались. Мы подготовили соответствующие материалы. Было возбуждено уголовное дело в отношении членов Конституционного суда. Это с момента, как она образована, и сколько раз Конституционное совещание давало положительное заключение изменений и дополнений в Конституции. Это первое большое дело, по которому Генеральная прокуратура должна была работать. И второе, это в январе 2011 года нами также было подготовлено заключение, утвержденное также Байболом, о том, чтобы правительство обратилось в парламент для того, чтобы денонсировать договор соглашения по 2009 году по Кумтору. И после этого решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Кыргызстана. Но справедливость не восторжествовала. Чудо было отменено. Эти материалы были собраны, были переданы, полностью весь пакет материалов были переданы генеральному прокурору. Генеральный прокурор своих слов передал тогда президенту переходного периода Отугаева. И на этом ни материала, ни постановления нету. У Алмаша Шенча после всех проколов этой власти, да, самыми серьезными ресурсами для него являются только два, которые не зависят от него и не благодаря ему. Это первый ресурс, это отсутствие серьезной оппозиции. И второй ресурс, это общая усталость населения от митингов, революций и прочего-прочего. Не потому, что они доверяют этой власти, или не потому, что они считают ее лучше, чем власть Бакиева, а просто потому, что у нас горький опыт того, что, как оказалось, вот после 2 смен режимов, да, каждая последующая оказывается хуже предшественников. Вот и все. И еще о предполагаемых серых схемах заработка нынешней власти. Эксперты говорят, что существенных изменений со времен Максима Бакиева схемы эти не претерпели. Они говорят, мы не будем продавать, мы проводим аукционы по предоставлению права разработки. И они даже не удосуживаются объяснить народу и всем, кто в этой стране заинтересован, что разницы от продажи лицензии, от проведения конкурса, от выдачи разрешения на геологоразведку и разработку практически подразумевает передачу в частную собственность права разрабатывать месторождения. Положение о частной собственности на землю по Кыргызстану было принято из израильского положения. Евреи знали, что богатые арабы могут купить территорию Израиля. Поэтому они отменили частную собственность. И частная собственность в Израиле не существует. Только государственная. Но люди могут брать в аренду на 49 лет. И точно такое же положение существует в Конституции 1993 года. Но потом уже можно было передавать и недра Кумтора канадцам, и землю Узенгугуш китайцам, и Каркара казахам. И сегодня недра готовы передать кому угодно. Китайцам за
железную дорогу или еще кому-то. Только путем референдума должна решаться передача территорий Кыргызстана. Эту землю Акаев ни в кармане принес, ни Бакиев, ни Атамбаев, ни Аутумбаева. Эту землю оставили предки нам. И мы все живем в аренду на этой земле. 60 лет, 100 лет, кому сколько Бог отпишет. Мы можем делать из этой земли кирпичи, делать велосипеды, выпускать машины. Но мы не имеем права ее продавать и распродавать, потому что она не появилась из ниоткуда. За нее проливали тысячелетиями кровь наши предки. Они воевали и умирали за эту землю. Как сказал один из экспертов Акылбек Апаитов, сегодня Кыргызстан стал одновременно конвейером по производству бедности и территорией бегства. Отсюда уезжают не только люди. Мигрирует из республики капитал, который в виде крупных взяток перекочевывает на счета наших чиновников за рубежом. При такой ситуации у страны нет возможности развиваться. Кто бы ни приходил к власти, он столкнется с системой, которая поглотит его. И система эта живет благодаря нынешней Конституции. И только возврат к Конституции 1993 года позволяет сбалансировать систему и таким образом перезапустить республику и поставить на правильное русло и правильное направление. Перезагрузка при помощи Конституции 1993 года к тому же может совпасть с совершеннолетием республики. Законы космоса, которые чтили наши предки, говорят, до изменений остается 2 года. Поколение, смена происходит по киргизским понятиям в 24 года. У нас мюче называется 12 лет, 2 мюче составляют мун. Мун – это поколение. Это вот в 24 года твой сын уже самостоятельный мужчина, может вести самостоятельную жизнь, рожать детей, создавать свою жизнь. Поэтому называется следующее поколение. Он может обходиться без тебя. 22 года государство просуществовало. Это одна и та же элита. 22 года. И произошло 24 года. Теперь они морально устаревают, и выросло новое поколение с другими ментальными ценностями, с другим подходом, с обостренным чувством государственности. Только люди делают государство, не государство делает людей. Поэтому мы должны изменить правила игры. А правила игры изменить можно, только поменяв Конституцию. Если бы не изменилась статья, то все органы должны были, как сегодня Атамбаев говорит, что мы должны законопослушными гражданами своей страны. Вот мы законопослушными должны были стать с 1994 года. Мы, каждый гражданин, в том числе и Акаев, там президент, они должны были за деньги отвечать. А кто ответит сейчас? Вот больше 300 тонн уже вывезли в Канаду золото. Никто не отвечает. И при Акаеве не отвечали, при Бакиеве не отвечали, при Атамбаеве и сегодня никто не отвечает. А кто попросит, то на него уголовное дело. А? Остановить только может обратно тот же самый национальный дух. Народ, который, как всегда в истории происходило, восстанет, объединиться вокруг идеи самосохранения. Это инстинкт. У любого человека есть инстинкт. Также и у нации, и у народа есть инстинкт самосохранения. То, что произошло 7 апреля, это тот самый инстинкт. Это не была революция. Это было просто выплеск энергии, вот этой самой духовной энергии, которая аккумулировалась в нашем народе веками. Мы никогда не были рабами и никогда не станем ими. Поэтому в будущем это будет происходить еще не раз, если у нас Конституция и государство не встанет на то место, где будет главенствовать в первую очередь права народа, в первую очередь права народа на недра и на светлое будущее в нашей стране законным путем, конституционным путем. Не просто так, что какой-то премьер и президент там увеличил зарплаты или пенсии, а при этом недра наши уже распроданы давно.
всех, кто был причастен к уничтожению Конституции 93-го года, всех, кто подписывался под передачей земель Китаю и Казахстану, всех, кто принимал решения в ущерб государству, можно привлечь по одной и той же статье в Уголовном кодексе, говорит бывший заместитель генпрокурора Канат Аманкулов. Привлечь их можно за измену Родине. Это так можно сформулировать. Измена Родине, она может предполагать разные формы. Не обязательно шпионаж. Измена Родины в том, что ты привел государство к таким трагическим событиям, которые были в 2010 году, в 2005 году. То, что мы на сегодняшний день не можем владеть своей землей, то, что земля и ее недра находятся в собственности зарубежных стран, то, что мы стали заложниками этих всех афер, эти коррупционные проявления тоже можно отнести как измена Родины. Это самое тягчайшее преступление, за которое, я думаю, срока давности нет. Канат Аманкулов считает, что лучшей иллюстрацией элиты будет Уголовный кодекс и суд, которые застрахуют народ от определенных личностей и не допустят их больше к государственным должностям, как это уже сделали в Египте с теми, кто был рядом с Хосни Мубараком. Впрочем, в том, что страной управляют такие личности, виноваты не только политики, но и сам народ. Ведь это народ голосует за таких правителей. Я думаю, что в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться. Она не будет улучшаться. И не только потому, что плохие правители, а потому, что я не вижу у народа воли формировать хороших правителей. Народ предпочитает продаваться. И если он готов, а я вижу эту готовность, то вряд ли мы получим хороших правителей. На вопрос, почему же вы не покидаете страну, как это делают многие и многие граждане республики, титульной нации в том числе, и даже продолжаете противостоять правовому беспределу, творящемуся здесь, если при этом пока не видите никаких предпосылок к исправлению ситуации, Чолпон Джакупова отвечает. А у меня нет выбора. Я крыска. И все, этим все сказано. Я крыска. Наши с вами дети могут превратиться не только в беженцев. Их может вообще не стать. Как не стало тех, кто пошел штурмом на Белый дом 7 апреля. Это были максималисты, верившие в то, что их победа станет победой всей страны. В основном это были молодые люди в возрасте до 25 лет. Это были чьи-то сыновья. Они были еще совсем детьми, когда взрослые голосовали за Акаева. Кто-то за деньги, кто-то за место на госслужбе, а кто-то просто потому, что он их земляк. Точно так же взрослые отдавали и продавали свои голоса в поддержку Бакиева. И точно так же мы с вами помогли взобраться на трон нынешней власти. Наши дети пока этого не понимают. Но, возможно, именно им придется отвечать за наши поступки. В этой связи Политсовет Движения 93 призывает всех сознательных граждан страны встать на защиту легендарной Конституции 1993 года и прервать череду неконституционных переворотов, смен власти, подмен конституционного строя и вернуть страну в истинно правовое поле. Часто изменения Конституции страны свидетельствуют, что политическая элита Кыргызстана изменяет правила государства, исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, а не из долгосрочных и фундаментальных принципов демократии. Это ведет Кыргызстан к деградации, так как это не что иное, как глумление над законностью и правом, то есть твердым устоявшимся порядком вещей. На этом фоне показателен опыт США, где Конституция неизменно более 250 лет. Есть лишь поправки. В то время как в Кыргызстане за 20 лет принята уже 8-я Конституция. Энтузиастами написано еще штук 10 новых, в любой момент готовых на замену Текебаевской. В итоге в стране сохраняется синдром постоянных неконституционных смен и переворотов.